Всем привет! Это «Школьные новости» и с вами Юлия Метелева. Февраль только начался, а в нашей школе уже прошло много интересных событий. Этот месяц стартовал с трагичной, но великой датой в истории страны – 75-летия победы в Сталинградской битве. По всей стране прошла череда митингов, и наша школа не оказалась исключением. Подробнее в репортаже Дарьи Таткиной. Сталинградская битва – самая кровавая битва в истории человечества. В этой борьбе мы потеряли 500 000 своих соотечественников. Для того, чтобы вспомнить погибших, ученики и учителя собрались вместе. Я в вашей школе не первый раз, и мне нравится четкая организация любых мероприятий, проводимых здесь в школе. Во-первых, отличает от других школ, на мой взгляд, серьезность, такой подход творческий. Школьники через сценку показали, как на войне страдали семьи, солдаты, дети. Такие мероприятия необходимы для воспитания подрастающего поколения, для проведения мероприятий военно-патриотической направленности. Безусловно, это все необходимо. Дарья Таткина, Алексей Злобин. Школьные новости. Эрудит – это начитанный и образованный человек. Чтобы быть таким, нужно ходить на все уроки, любить книги и просто стремиться к знаниям. В России даже есть особый праздник – День эрудита. Его отмечают 5 февраля. Наш корреспондент Матвей Лаптев решил выйти в коридоры школы, чтобы проверить наших учеников на эрудированность. Считаешь ли ты себя эрудированной? Нет, скорее, посередине, между. Но пока что нет. Немного. Хорошо. Нет. Да, считаю. Немного. 50 на 50. Да. Наверное, да. Достаточно. Выбери правильный вариант произношения. Зайти в контакт или зайти во ВКонтакте? Первое. Зайти во ВКонтакте. Зайти ВКонтакте. Первый. Правильный вариант произношения – зайти во ВКонтакте. Юлий Цезарь приказал своим солдатам украсить щиты и оружие драгоценностями. Зачем? Это Юлий Цезарь был. Ему все нравится золотое. Для пополнения казны. Он приказал своим солдатам украсть щиты и оружие драгоценностями для того, чтобы, уходя с поля боя, они не бросали их. Какое животное изображено на эмблеме Всемирного фонда охраны животных? Тигр. Я не знаю, честно. Это по моей части панда. Хорошо, это правильный ответ. Какая известная скульптура находится в Волгограде? И какая скульптура с похожим названием находится в Киеве? Это я вообще не знаю. Обе видела, Родина-мать. Какой император сжег Рим? Ой, сжег Рим. Пусть будет Константин. Я не знаю. Римский. Август вроде. Не знаю. Нерон. Спасибо. Кто из русских князей первым принял титул царя? Царя. Иван Грозный. Иван Грозный. Как оказалось, в нашей школе учатся много эрудированных учеников. Однако многие из них не знают элементарных вещей. Чтобы восполнить эти пробелы в знаниях, мы и посещаем школу. Матвей Лаптев, Марат Абдухалиев, Школьное телевидение. В нашей школе учатся не только эрудированные, но и далеко не равнодушные ученики. С их помощью было спасено немало деревьев. А все потому, что в нашей школе недавно проходила акция по сбору макулатуры. На протяжении 4 дней ученики нашей школы приносили макулатуру на акцию «Принеси бумагу, спаси дерево». В лидерах по сдаче ученики 5 А и 2 А классов. Сегодня макулатуру забирает Коми Эко Втор. Переработка макулатуры – хороший способ уменьшить вырубку лесов. 60 килограмм собранной бумаги сохраняют одно взрослое дерево. В нашей школе на протяжении 4 дней ученики и родители приносили ненужную в доме бумагу. Только за первый день они собрали 374 килограмма. Самыми активными стали ученик 1 Б класса Артем Ванаканов. Он принес 50 килограмм макулатуры, а Антон Кулешов из 5 А 40 килограмм. В итоге ученики собрали 1270 килограмм, тем самым сохранив 21 дерево. Дарья Огородникова, Марат Абдухалиев. Школьные новости.
Наша школа только начинает познавать искусство телевидения, но мы уже попробовали себя в довольно необычном жанре. Что из себя представляет наше видеостихотворение, вам расскажет Полина Разманова. 10 февраля. В России День памяти Александра Сергеевича Пушкина. С произведением великого русского поэта знаком каждый. И мы решили прочитать всей школы его стихотворения. Я памятник себе воздвигну рукотворный. К нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире. Мой прах переживет и тление убежит. И славен буду я, доколь впаду на мире. Жив будет, хоть и тенпит. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой. И назовет меня всяк сущий в ней язык. И гордый внук славян, и фин, и ныне дикой тунгус. И друг степей калмык. И долго буду тем любезен я народу, Что чувство доброе я лире пробуждал. Что в мой жестокий век прославил я свободу. И милость к падшим призывал. Велению Божию, о муза, будь послушна. Обиды не страшась, не требуя венца. Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца. Надеюсь увидеться с вами через год, а в конце февраля этого года. Наши ряды пополнились, и поэтому совсем скоро вы узнаете о надвигающихся школьных событиях. О соревнованиях «России верные сыны», «Масленица» 14 февраля и нашей любимой игре «Что, где, когда». Не скучайте и ждите следующего выпуска. До свидания! Wait for